Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Алроса выделит 1 миллион рублей на лучший экологический проект. Расскажем, как принять участие в конкурсе. В Нерюнгре обновляют территорию, прилегающую к Центру культуры и духовности имени Пушкина, когда завершат работы. Якутск отметил день рождения. В день города в столице открылся музей, а горожане пробежали полумарафон. Завершается прием заявлений от избирателей о желании проголосовать на предстоящих выборах с помощью дистанционного электронного голосования через механизм «Мобильный избиратель». Всего принято более 4 миллионов заявлений, при этом конкретно на участие в онлайн-голосовании поступило 2 миллиона 200 тысяч заявок из 7 субъектов России. Для подачи заявления на участие в ДЭК необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Алроса выделит 1 миллион рублей на лучший экологический проект. Экологический центр Алроса начал прием заявок на конкурс «Думай по-зеленому». До 3 октября экологи на почту eco@alrosa.ru примут проекты, в которых участники должны предложить идеи, как снизить антропогенные нагрузки на природу, решить проблемы в области охраны окружающей среды, как привить чувство ответственности у местных жителей за окружающий мир. Участвуют в конкурсе все желающие жители региона. Представить проект можно как одному человеку, так и командой. Каждый проект рассмотрит комиссия из экологического центра компании и опубликует его на сайте. А уже 5 победителей определят интернет-пользователи путем голосования. Сейчас информация для дачников. Если при выращивании овощей на своем огороде вы не привлекали наемных работников, и если площадь вашего участка не превышает полгектара, то при их продаже вам не нужно платить НДФЛ. Об этом рассказали в РЭО имени Плеханова. При этом максимально установленная величина площади земельного участка может быть увеличена не более чем в 5 раз, отметил эксперт. Однако это возможно только если участок не представлен на безвозмездной основе или не находится на условиях аренды в государственной или муниципальной собственности по законодательству. А сейчас продолжим эфир брифингом по лесопожарной обстановке в Якутии. Узнаем актуальную информацию о количестве пожаров в регионе и о борьбе с огнем. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей лесопожарной обстановке в республике. Здравствуйте. Всего пожаров на территории республики действует 63 пожара, из них тушится 13. Людей на этих пожарах работает 410, 69 единиц техники. За сутки локализовано 2 пожара, ликвидировано 6. К сожалению, вновь обнаружено 10 пожаров. Для тушения лесных пожаров привлекались воздушные судна в виде вертолетов, выполнено 5 вылетов. Также совершено 40 сбросов и слито 120 тонн воды. Работа по тушению пожара проводится в 8 районах. Это Татинский, Усьмайский, Чурапчинский, Усалданский, Горный, Вилюйский, Нюрбинский и Намский. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Благодарим вас за предоставленную информацию. Это был брифинг по лесным пожарам в регионе в прямом эфире, а мы идем далее. По данным Министерства сельского хозяйства Якутии, в республике собрано 78% сена от намеченного плана. Об этом сообщил зампред правительства Якутии Михаил Никифоров. Также 57% силоса и 41% сенажа. План по заготовке сена на 100% выполнили Вилюйский и Кобейский районы. Наибольшее отставание от плана наблюдается в Тампонском и Устьялданском районах. Михаил Никифоров отметил, что заключены предварительные договоры намерения о приобретении сена из Амурской и Магаданской областей, а также Забайкальского края. Между тем, урожай картофеля, овощей и сена в Ленске в этом году пока также ниже показателей прошлого. Если сенокос уже на завершающей стадии, то с уборкой сельхозкультур все только впереди. Хватит ли ленчанам запасов на зиму и какие приспособления для сельхозработ придумывают изобретательные ленчане, узнавала Анна Кожевникова.
Эта осень, как плаксивая дама, стучит в окна линчанам с затяжными дождями, а холод пробирает до костей. Копать картофель в такую погоду не очень приятно, но не все успели убрать огороды в теплые дни. Да и многие ждали солнца, чтобы корнеплоды еще налились. В этом году урожай картофеля немного хуже, чем в прошлом. Причиной тому неблагоприятные погодные условия. Половина лета стояла засушливым и жарким, половина задымленным из-за пожаров. Ни солнце, ни дождь не могли пробиться сквозь клубы дыма. С этого огорода обычно выходит по 15 кулей картофеля. Будем надеяться, что и в этом году урожай будет не меньше. Немного лучше урожай на частных плантациях, где хозяева в течение лета поливали картофель. Он вырос отборным. Анатолий Иванович Голяпин – опытный овощевод. В этом году для упрощения процесса уборки картофеля он придумал лайфхак. Да чтобы вилы не поднимать, так как они тяжелые. Раз, и больше усилий. Если на частных подворьях картофель уже практически выкопали, то фермеры Ленского района только приступают к уборке своих плантаций. Показатели пока немного ниже прошлогодних – 77 центнеров на гектар, тогда как в прошлом году они составляли 103 центнера на гектар. Если считать позапрошлый год, у нас был план 7777, мы собрали около 8000 тонн. В прошлом году у нас уже чуть меньше получилось, 7500 тонн при плане 8. И в этом году у нас уже план меньше по Минсельхозу, 7150. Но пока делать какие-то выводы рано. Овощей убрано всего 3 гектара. Но еще все впереди. Ленский район входит в десятку лучших по обеспечению сельхозпродукции. Что касается сена, план на этот год 6299 тонн. Выполнен на 78%. Но для корма того скота, который имеется у фермеров, необходимо 5000 тонн на зимовку. Поэтому трудностей возникнуть не должно. Но еще и не все закончили сенокос. Из 11 наслегов только 2 на Торинский и Ярославский. Остальные ждут бабьего лета. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгри обновляют территорию, прилегающую к Центру культуры и духовности имени Пушкина, заменяют тротуарную плитку. Как сообщил директор центра Сергей Кравченко, брусчатка была уложена еще в 2014 году. Необходимость ее замены возникла давно. Городская администрация нашла в бюджете средства на эти цели. Работы выполняет местный подрядчик. К середине сентября ремонтные работы должны быть завершены. В общей сложности будет заменено 800 квадратов новой плитки установлено. Также будет произведен ремонт бордюрного камня, замена и ремонт водоотводящего лотка. Подрядчик, конечно, с опозданием выполняет работу, но обещает к 20 сентября закончить. Приятным подарком в День города для жителей и гостей столицы стало открытие Музея истории Якутска. Спустя 3 года историческая городская экспозиция обзавелась, наконец, собственным зданием. И именно в этот торжественный день официально открыла свои двери. Подробнее в материале с Арглан Неустроевой. За 3 года существования исторической экспозиции Якутска ее увидели более 14,5 тысяч человек. Ютиться приходилось то в библиотеках, то в других крупных музеях Якутска. Идею создания собственного музея его основательница Екатерина Строгова вынашивала практически с конца прошлого века. И вот, наконец, в 2017 году главой республики Айсеном Николаевым был подписан указ о создании Музея истории города Якутска. В прошлом году, в 2020 году, благодаря руководству окружной администрации города Якутска, руководству управления культуры и художественным образованием нам передали вот этот дом в историческом месте района Старого города. В настоящее время фонд музея насчитывает около 2000 экспонатов. К открытию коллекция пополнилась и печными дверцами воеводской канцелярии. Ее музею подарил давний друг Екатерины Строговой, президент мотоклуба «Старая школа» Дмитрий Варенов. Он же и отреставрировал экспонат. Я их очистил, отреставрировал, мы покрыли их составом, чтобы не ржавели дальше, и положили как бы в наши архивы, в хранилище. И вот тут в разговоре с Катериной, когда она сказала, что воеводская канцелярия, я говорю, как раз вот с воеводской канцелярии есть родные ее дверки. Естественно,
Тут же пришлось их подарить. Вот, как и многое остальное, что придется подарить. Да, мы уже свыклись с этой мыслью. Сами по себе дверцы не являются уникальными. Они принадлежали печам массового производства. Однако, по словам Екатерины Строговой, этот экспонат бесценен с точки зрения причастности к историческому облику Старого Якутска. Между тем, венцом коллекции музея стали результаты раскопок на бульваре Учителя. Это предметы быта 17 века. Часть этой коллекции мы выставили сегодня, а остальное у нас, конечно, хранится в фондах. Оно нуждается еще в обработке, в изучении, кое-что в реставрации. Поэтому мы пока вот выставили только очень-очень небольшую часть этой коллекции сегодня. Здесь мы отобрали для сегодняшней выставки, которая рассказывает о жизни Якутска за 300 лет его существования, мы отобрали те вещи, которые были свидетелями самого раннего этапа, самого первого, 17 века преимущественно. Для пополнения коллекции музея администрация города Якутска вручила его руководству сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Кроме того, был дан старт акции дарения «Внеси себя в историю Якутска», участником которой может стать каждый. Для этого необходимо просто подарить музею экспонат из собственной коллекции. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. В октябре школа третьего возраста планирует вернуться в очный формат работы после почти 2 лет удаленки. Доступ в школу будет открыт для всех пожилых жителей республики, однако с условием: учащиеся должны быть привиты, передает ЦУР Якутии. Сегодня в школе проводятся онлайн-занятия по платформе Zoom, каждая из которых в среднем посещает 50 человек. Работают оздоровительные, образовательные, творческие группы. В завершении о спорте. В День города прошел 5-й юбилейный полумарафон. В нем приняли участие около 1000 горожан. Дату забега несколько раз переносили в связи с санитарными ограничениями и погодными условиями. Спортсмены пробежали 3 типа дистанции на 5, 10,5 и 21 километр. Многие из участников креативно подошли к мероприятию, заменив спортивную амуницию на фэнтези-костюмы и даже свадебные платья. На финише всем участникам вручили памятные призы, а финалистам медали и подарки от спонсоров. Обычно готовлюсь с тренером. Мы работаем каждый день. 2 раза в неделю делаем беговые работы и кроссы. Дистанция на 5 километров, она как бы чуть-чуть надо бежать быстрее, да, чем вот длинные дистанции. Надо работать как бы. Вообще-то я зарегистрировалась на 21 километр, но так как у меня вот тренировки мало было, я выбрала 5 километров. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.